Гульнара, привет! Ты сегодня одна из организаторов, самый блестящий, яркий, красивый человек. Расскажи нам, пожалуйста, как тебе сегодняшний ифтар, довольна ли ты и как прошел в целом Рамадан? Очень классно, что столько ребят приобщается к нам, кто-то начинает только сейчас держать пост. В общем, атмосфера очень классная. Одновременно и праздник, и с тем же временем грустно, что месяц уже закончился, к сожалению. Вот, так что будем все равно держаться вместе в штабе. Что было самое тяжелое и что было самое легкое в Рамадане? Не знаю, даже, в принципе, без еды было не так тяжело. Человек не знает, что ему было тяжело в Рамадане, для него пост прошел просто великолепно. Спасибо Аллаху. На самом деле Рамадан пролетел, это очень печально на самом деле, потому что не удалось насладиться в полной мере этим месяцем, и кажется, что очень много не успел сделать в этот месяц. С таким ощущением он прошел у меня сейчас вот. Я думаю, что можно тогда в будущем что-нибудь. На самом деле, да, мы рассчитываем часто на будущее, но не понимаем, что мы можем не дожить до следующего Рамадана. И в этом самая главная проблема, то, что мы откладываем жизнь. Мы не стараемся прожить ее сейчас, а стараемся отложить там в будущем когда-то. И, соответственно, этому будущее может не настать. Вот вам очень хороший совет от Арксакала штаба. Молодежь, прислушайтесь. Есть ли у тебя дни, которые тебе нужно восполнить? Ну вы прям по-живому бьете сразу. Да, есть дни, я болел, примерно 2 дня, наверное, я пропустил, мне нужно восполнить 2 дня. То есть сейчас в месяц Шаваль ты додержишь, и будешь ли ты держать дополнительные 6 дней? Вы прям 2 раза бьете. Ну я надеюсь, сначала 2 дня нужно восполнить, потом 6, ну не сразу, а по 1, по 2 дня, допустим, можно так же тоже. Очень редко видим вас в штабе, ведущий шатра Рамадан. Да, и нам сегодня повезло, сейчас пообщаемся. Как вам Рамадан? Очень душевно, очень спокойный и уютный месяц. Месяц, когда получаешь для себя очень много полезного. Вот. И на самом деле даже немножечко грустно, что уже закончилось. Но очень много чего мы накопили, и надеюсь, что будем следовать этому. Я полностью присоединяюсь к словам своей жены. Вопрос тебе. Что просила на махар? Он мне подарил серьги. Она не просила. Что дали, то и взяла. Поняли, как можно? Когда Sunlight, когда в очередной раз закрывался, я просто пришел и говорю, да, вот эти вот самые тоненькие. На самом деле он мне подарил очень красивые, дорогие серьги, которые я даже боюсь носить в общественных местах. Украдут. Классно мы сговорились, да? Недавно был концерт симфонической музыки. Хотел узнать у тебя, как ты вообще к этому относишься, часто ли ходишь? Мы любим такие концерты, ходим, классическую музыку, оркестры. Будем ходить, Аллах Кушса, после Рамадана. Очень часто все говорят о том, что мы воздерживаемся от еды и воды, но на самом деле главное воздержание – это заключается в воздержании от всего запретного. То есть воздерживать свои взоры от запретного, воздерживать мысли от запретного, воздерживать ноги от запретного, воздерживать руки от запретного, чтобы они не шли туда, ноги не шли, и руки не делали то, что не нужно делать на самом деле. И самое главное – это все из головы, чтобы мысли, не было плохих мыслей, и отсутствие воды и еды – это всего лишь голодовка. А когда человек научится управлять своими мыслями, то это будет полноценный Рамадан, полноценный пост. Рания, к тебе такой вопрос. Ты сейчас в таком образе, в халяльном. Скажи, пожалуйста, нравится ли тебе и будешь ли ты сейчас, когда Рамадан закончился, иногда хотя бы так же покрываться или пока ты еще к этому не пришла? Мне всегда нравился платок, но не было такой, знаешь, возможности носить этот платок. А вот в этот месяц Рамадан, именно в этом году, было столько вот возможностей носить платки, которые у меня есть дома. Которые тебе очень хорошо к глазам подходят. Спасибо. И была возможность обновить гардероб, то есть добавить еще платки, вот эти шапочки, буквально там несколько штук. Вот, и мне это очень понравилось, то есть даже когда в штабе уже, например, есть возможность снять платок, он всегда со мной, то есть я стараюсь поправлять там волосы, платок и так далее, то есть прям мне очень нравится, мне очень комфортно, я чувствую некую какую-то прям дисциплину. А что касается будущего, то есть меня немножко расстраивает то, что вот Рамадан заканчивается, а значит вот так вот брать и просто завязывать платок, таких ситуаций будет меньше. Гульнар, привет! У нас за весь Рамадан прошло очень много ифтаров в штабе, да, спасибо вам, что всех нас принимали каждый день практически. Спасибо вам, что организовывали. Расскажи, пожалуйста, как тебе в целом
все эти ифтары, как прошло, довольна ли ты, ждете ли вы нас в следующем году? Конечно, довольна, как я могу быть недовольна. Я очень вам благодарна, то, что вы сами собирали все средства, сами брали на себя всю ответственность, сами приглашали хазрятов, проводили встречи, проводили интересную программу. И в этом году у нас уже порядка 14 ифтаров мы провели. Очень радует то, что все скидывали деньги, даже по чуть-чуть, да, и каждый принял участие в благом. И в этом году как-то даже по-особенному прошло, потому что в этом году последние 10 дней был прям каждый день ифтар в штабе. Там даже у нас было параллельно московскому муфтияте на Пролетарской, даже здесь. То есть с каждым годом все больше и больше желающих. Очень радует, как сегодня Альнур Хазрят нам сказал, то, что с каждым годом больше становится мусульман и людей верующих, те, которые притягиваются к благому, те, которые тянутся к этому. Мы максимально стараемся тоже делать благое для того, чтобы другие тоже принимали участие. Вот. И надеемся, наши молитвы, пост будет принят. Как раз таки вопрос еще по муфтияту. В этом году получилось 3 раза сделать там. Это очень большой шаг, мне кажется, для штаба. И плюс еще с автономией татар сделали отдельный ифтар. Вы прям огромные молодцы. Планы на следующий год уже строите или все это будет потом? Ой, в этом году, да, как ты заметил, то, что у нас было 3 ифтара в московском муфтияте у Карганова Альбира Хазрата. Также у нас в этом году был совместный ифтар с автономией татар в Татарском культурном центре, объединяющий ифтар для всех. Вот. И, конечно же, планы строить сейчас в наше время, наверное, не стоит, хотя мы хотим все больше всегда. Я рада то, что много желающих. И реально даже последние дни все спрашивают, а еще там можно? Я говорю, да, конечно, присоединяйтесь. В любом случае мы это будем учитывать. И также за вас почитают хазряты и все. Я рада то, что этот месяц так быстро пролетел, если честно. Как начался, так закончился. Это просто прошло как один день. Слава Богу, очень благостно прошло это все. Как в целом вот месяц у тебя прошел, ты сейчас жалеешь, что он уже закончился? Жалею, конечно, как, наверное, все, что закончился, потому что были очень теплые ифтары в этом году особенно. Мы ходили в большое количество разных мест, где проводятся ифтары. В принципе, была всегда такая очень теплая компания, и вот эту атмосферу, наверное, через год только вернется, атмосфера ифтара, ожидание ифтара, что там большое количество людей, ты видишь постоянно на ифтарах, соответственно. Много вещей, конечно, которые, как и все, наверное, хотелось бы исправить, не получилось пока, но все равно в Рамадан получше, и все равно нужно работать над этим исправлением. Вот. Ну, со временем, наверное, будем пытаться, чтобы вот эта вот атмосфера Рамадана, которая была, она так или иначе осталась, чтобы не просто Рамадан прошел, и все, я возвращаюсь к своей прежней жизни и делаю, что хочу. Пытаться вот это вот чувство оставить себе, вот не знаю, как это сложно выразить, конечно, чтобы пытаться максимально, чтобы Рамадан был не только в месяц Рамадан, пост вот именно, а пост был в течение всего года. Что вы пожелаете нашей молодежи в штабе и взрослым людям на Новый год, который будет до Рамадана сейчас, как им себя вести, чтобы к следующему Рамадану прийти в здравие? Здесь надо подойти комплексно. Во-первых, поставить себе цели, к которым мы хотим прийти, наметить пути, которыми мы собираемся достигнуть. Они должны быть благопристойные способы все, и благонадежные, и морально-этичные. Далее, необходимо обзавестись соответствующим кругом людей, которые будут тебя поддерживать в достижении твоих целей, которые будут помогать и способствовать тому, чтобы ты становился лучше, добрее и делал мир, соответственно, добрее. Ну, соответственно, постоянно стремиться к повышению своего профессионального и нравственного уровня, изучать священные писания, также в которых много написано мудрости великих, общаться с умными людьми и в целом становиться лучше, сильнее, добрее и богаче. 5 коротких пожеланий людям на ближайший год до следующего Рамадана. Подумать над тем, что приобрели за этот Рамадан. Подумать о том, чего не сделали за этот Рамадан, а делать за этот период то, что вы не успели, или то, что вы хотели, продолжить укреплять свой иман. Помнить, что в Рамадан еще важно ценить своих близких, родных, родственников, то есть как мы ценили их в Рамадан, да, как мы укрепляли свои связи, ходили на ифтары, на встречи, также это продолжить делать в течение всего года. Посоветуйте людям
как им после Рамадана сохранить себя, сохранить свою чистоту и любовь друг к другу? Не лезть туда, куда не надо, и беречь себя. Это сохранить физически. А если духовно, ну, скорее всего, надо не забывать то, какие блага были в этом месяце, просто продолжать. То есть ты взял в Рамадан что-то, да, взять в привычку и продолжать это разгонять, или хотя бы оставаться на этом же уровне. И все само собой в придет. свою жизнь то, что мы приобрели в этом месяце, и потихонечку маленькими шагами идти к более алга. День рождения, давайте ей исполним. Telekilerdi güllerge örüp bildim Gülge kümepi bögün sine kadrini bildim diyem Duvan gülün bilen kıtlap jırlar yazan münekke Sin güzelim güzelkerim matur bilin bildim İstem yesti bekle bola koyga kırına Sarışları kavrama Duvan gülün yandı
bağrıma uğrama Duvan günün yakın olsun Varandığına yuvalama Ну и в завершение, Дуслар, не забываем ставить лайки под видео, подписываемся на канал Штаба Татар и всем благоприятного года. Всех ждем в следующем году на Рамадане на наших ифтарах.